Здравствуйте. Тема нашей онлайн-лекции — характер. И начну я, пожалуй, с того, что скажу немного о том, что на прошлом занятии мы уделили немало времени изучению темы темперамента, и последней из которых была темперамент и генотип. Очень важно обратить на это свое внимание. Почему же я говорю о темпераменте при изучении темы характера? Это связано с тем, что некоторые люди, не видя разницы между характером и темпераментом, между двумя этими понятиями, считают, что это одно и то же. Но вынуждена сказать о том, что это большая ошибка. Неправильно считать, что темперамент и характер — это одно и то же. Темперамент и характер — это разные вещи, разные понятия, которые имеют разное значение, разное определение. Да, в их определениях есть некая схожесть, и наша с вами задача научиться отличать эти схожести. Начнем с того, что человек состоит из двух составляющих. А, Из биологического темперамента, то есть это то, что мы не можем в себе отрицать, и духовного — это характер. То есть биология и генетика — это то, что мы в себе изменить не можем. И, собственно говоря, менять это не нужно, так как это дар природы. Это есть наша биологическая суть, наш темперамент. Ты можешь быть меланхоликом, сангвиником, или холериком, или флегматиком. Вот это и есть биологическая суть. Это хорошо, что ты такой. Это хорошо, что ты другой, отличаешься от других. Если бы на всей планете все люди были бы одинаковые, то с биологической точки зрения это было бы просто скучно. Поэтому очень хорошо, что есть разные люди и есть разные темпераменты. Это все, что касается темперамента. Сейчас о характере. В каждом человеке, в каждом из нас есть некая зона свободы. Эта зона свободы — это и есть наш характер, который мы в себе строим. И тут возникает вопрос, что такое характер? Для древних греков характер означает печать. То есть печать, которая наложена на темперамент для того, чтобы он переставал доминировать над нашей личностью. Характер — это наши нравственные привычки, которые мы воспитываем в себе с детства. Это наша зона свободы, благодаря которой человек может стать тем, кем он хотел стать. И если же человек состоит только из темперамента, то эта зона свободы просто отсутствует. И тебе не нужно ни о чем думать, и ты не отвечаешь за свои поступки. Но когда ты строишь в себе характер, воспитываешь в себе характер, это уже идет духовный аспект личности человека. И благодаря этой свободе ты становишься все больше и больше свободной личностью, которая может делать то, что не могут делать другие. Или ты можешь делать что-то лучше, чем другие. Если брать определенную какую-то ситуацию, то можно видеть разную реакцию людей. Это как раз-таки связано с их характером, с их темпераментом. Значит, нужно понимать, что человек состоит из двух аспектов — биология и дух. И ни одно из них отрицать нельзя. Если же мы будем отрицать биологию, то получается катастрофа. Ты не видишь своих ограничений в сфере природы. Если же отрицать дух, то опять же получается катастрофа, потому что ты отрицаешь свободу и ответственность, и это становится похоже на какое-то зомби или животное. Поэтому важно помнить о том, что мы состоим из двух составляющих биологического темперамента, который не нужно отрицать и не нужно менять, и не можем мы это изменить, и духовного характера, который мы можем изменить, который мы можем поправить, который мы можем формировать, по-другому формировать характер или формировать свою личность.